Например, был такой случай. Вы, наверное, слышали о том, что произошло в Гагре, где они сыграли в футбол на стадионе. Да, был такой случай. Вы, наверное, слышали об этом. Тогда они были 16-летние дети, Ашхатсава, Малишава, Ванаша. И они на стадионе сыграли в футбол головой грузина. Затем эти 16-летние дети держали в руках оружие и воевали. Потом случилось так, что когда они уже стали взрослыми, мы сделали их ликвидацию. ნამდვილად ითამაშეს ქართველის თავის სტადიონზე ფეხბურთი. ბავშვებმა? ო, ამ 16 წლის ბავშვებმა. მე 16 წლის ბავშვები ომობდნენ. А что, не следовало ли нам сделать это? Наша аргументация заключалась в том, что тогда они сыграли в футбол головой грузина, но кроме этого, они вошли в Зугдиди и совершили разбойническое нападение на семью Кардава. Эта группа зашла в Зугдиди, в село Напати. Они там ограбили семью и еще требовали от них деньги. Вот, мы их заманили и перебили всех. ზუგდიდში სოფელი ნაფატი არის, მანდ იყვნენ შემოსული ჯგუფი კიდო და იქ დააღაჩაღეს ისინი და კილოთხოვდნენ ფულს. შემოვიტყვეთ ისინი და დავხოცეთ ყველ. Вот есть такой миф, я не знаю, развеете вы этот миф или скажете, что это правда, что на Гагринском стадионе имени Даура Ахмедьяни происходил матч в 92 году, где-то, по-моему, в октябре месяце происходил матч между командами Северного Кавказа и батальоном Баграмян. Вот в этом матче можно узнать, какой счет был? Ну, я этим вопросом занимаюсь как минимум лет 20. 15-20, наверное, но я так до сих пор не получил ответ на этот вопрос. То, что матч был, несомненно, это факт, но что касается счета, информация утеряна. К сожалению, не осталось. Да. Свидетели были забиты ворота. Уважаемый Джалаладдин, а вот за все 20 лет... Обычно есть классическое выражение, вот в футболе матч забывается, счет остается, но вот это единственный матч, где произошло все наоборот. То есть счет утерян, матч не забыт. Джалаладдин, вот у вас как корреспондент газеты «Правда», хотелось бы еще один вопросик такой. А что они использовали в роли мяча на этих кадрах? Нет, уважаемый, не вмешивайтесь в наше газета «Новая правда». Уважаемый Джалаладдин, скажите, пожалуйста, а какие были спортивные инвентари в этом матче? Ну, это все неизвестно. 782. Всем известные какие-то шипаны были, бутсы. Дайте сказать. А можно вот такой, Джалаладдин, а все-таки вот бомбардиры были известны, бомбардиры с обоих сторон? Кто был в нападении, кто был в защите? Вот такие данные есть вот у вас? Тоже не получил, до сих пор не получил. Вот насчет этой информации, насчет статистики матча, не только что касается забитых голов, но также штрафных, угловых и прочих моментов, которые попадают в статистику футбольного матча. А нет информации такой, а кто судил? Послушайте Апсу, и вы северокавказское племя, не лезьте в наш разговор. Информация четко есть насчет того, что использовалось вместо мяча, но также разнится информация насчет команд, которые играли против друг друга, то называются чеченцы, то баграмяновцы, то апсуйцы. Короче, тоже нету четкой информации, ну вот такая вот ситуация. На данный момент. Уважаемый Джалаладдин, тогда перейдем мои попытки разобраться до сих пор не увенчались успехом.